В августе 1854 года наиб Шамиля Мухаммед Эмин Чеченский, возглавлявший борьбу западных горцев, отказался поддержать турецкие войска в войне против России. Мухаммед Эмин Закубанский, один из руководителей антиколониального движения горцев Западного Кавказа, был по происхождению чеченцем из Теппа Мелардо и являлся наибом Шамиля с 1848 года. С детства под именем Мухаммеда Осиялова воспитывался у аварских мул. В 18 лет стал мюридом, заслужил доверие Шамилям, который присвоил ему имя Амин, и в 1848 году направил в качестве наиба на Западный Кавказ. Опираясь на местное духовенство, Мухаммед Эмин пытался сплотить горцев для борьбы с царизмом. Женитьбой на дочери тимиргоевского князя Болотка Мухаммед Эмин хотел сблизиться с местной феодальной знатью. В ноябре 1859 года, через 3 месяца после капитуляции Шамиля, Мухаммед Эмин также сдался властям. Получив от царя ежегодную пенсию в 3000 рублей, вскоре выехал в Турцию, где и умер. 16 августа 1865 года из Владикавказа выступила последняя партия чеченских переселенцев в Турцию. Первая партия, спровоцированная царскими агентами, к идее переселения в единоверную Турцию отправилась еще в апреле того же года. Возможность такого выселения начальство рассматривало уже с 1863 года, сразу же после Кавказской войны. С подачи властей организатором переселения выступил осетин Муса Кундухов, который под этот проект тайно получил от властей крупные денежные средства. В течение нескольких лет было переселено около 5000 чеченских семей. В сентябре 1868 года, после долгих лишений и мытарств, обманутые переселенцы предпринимают отчаянную попытку пересечь границу и вернуться на историческую родину. Однако восстание было жестоко подавлено османской армией. Карьера же Кундухова в Турции сложилась весьма удачно, чего нельзя сказать о людях, которых он подтолкнул к переселению. 13 августа 1875 года состоялось открытие движения на линии Ростова-Владикавказской железной дороги. Этот день стал первым железнодорожным проектом в крае. Позже, 24 мая 1891 года, общество Владикавказской железной дороги получило разрешение на строительство Петровской линии от станции Беслан, что рядом с Владикавказом, через Грозный до Петровска. Эта линия протяженностью 250 верст сдана в постоянную эксплуатацию 1 января 1894 года, и 17 мая этого же года открыто постоянное движение по железной дороге Петровско-Бакинской ветки. Одновременно с Петровской линией была построена Минераловодская ветвь длиной 60 верст, соединившая курорты Кисловодска и Сентуков и Пятигорска с главной линией Владикавказской дороги. С приходом в 1894 году железной дороги в Кисловодск началось интенсивное развитие кавказских курортов. В августе 1908 года вышел в свет первый чеченский букварь чеченского языка на основе русской графики под редакцией Таштемира Эльдерханова. Эльдерханов, чеченский просветитель и депутат, родился 1 апреля 1807 года в селении Гихим в семье крестьянина-середняка. В 1906 году он избирается депутатом Первой Государственной Думы России. Государственный масштаб мышления Эльдерханова заметен и в его выступлениях на сессиях Второй Государственной Думы. После распуска Думы Таштемир Эльдерханов вплоть до февральской революции 1917 года работает в Баку в области просвещения. После окончания гражданской войны Таштемир Эльдерханов избирается председателем Ревкома Чечни, затем и председателем Чеченского областного исполкома. Эльдерханов работал также председателем Национального совета в Краевом исполкоме в Ростове-на-Дону. В 1929 году в Чечне он занимает ответственный пост в Грознефти. Умер в 1934 году. 7 ноября 1917 года восставший пролетариат под руководством большевистской партии сверг буржуазное временное правительство. Весть о победе Октябрьской революции в Грозный пришла уже 8 ноября. Вскоре в Чечне установилась и советская власть. Однако уже к лету 1918 года на территории Терской республики развернулись бои между частями Красной армии и многочисленными прекрасно вооруженными войсками контрреволюции. Летом 1918 года вспыхнуло антисоветское восстание терских казаков, возглавленное Георгием Вечераховым. 11 августа этого же года начались 100-дневные бои в городе Грозном. Город был окружен вечераховцами с 3 сторон, и лишь 4-й южно имел связь с Чечней.
12 ноября этого же года части Сунжинской Терской Советской Республики деблокировали город, в результате чего и завершилась 100-дневная оборона Грозного. В обороне города приняли участие и чеченские отряды во главе с мюридом революции Асламбеком Шариповым. В начале августа 1920 года в горах Чечено-Ингушетии и Дагестана под лозунгом свержения советской власти вспыхнуло всеобщее вооруженное восстание. Восстание возглавил имам Нажмудин Гацинский. Одним из его ближайших сообщников стал приехавший из Турции внук имама Шабеля Саидбек, состоявший на французской службе. К весне 1921 года число повстанцев превышало 10 тысяч. Войска терско-дагестанской группы подавить мятеж не смогли. Восстание продолжалось ровно год, до сентября 1921 года, и было подавлено регулярными частями Красной Армии. Так, с апреля 1921 года к операции подключились части отдельной Кавказской армии. Они перекрыли плотным кордоном перевалы и горные тропы, по которым с грузинской стороны мюридом Гацинского доставлялись боеприпасы и вооружение. Таким способом удалось добиться того, что в течение лета 1921 года крупные формирования мятежников из-за отсутствия снабжением распались. 31 июля и 1 августа 1937 года по спискам НКВД по всем аулам и районам Чечни проведена так называемая генеральная операция по изъятию антисоветского элемента. Ликвидацией буржуазно-национального клуба в Чечено-Ингушетии занимается заместитель Ежова Шкирятов. Шкирятова дает приказ об аресте всех чеченцев и ингушей, являющихся членами Чечено-Ингушского областного комитета. Приказ Шкирятова распространялся и на всех чеченцев и ингушей от председателя правительства до председателя сельсовета. Всего в июльскую ночь в ходе операции по республике было арестовано до 14 тысяч человек, то есть около 3% общего населения республики. На всех был подписан один прокурорский ордер на арест, на всех был один заочный суд, чрезвычайная тройка Чечено-Ингушского НКВД, которая и осудила всех по спискам, одних к расстрелу, других в концлагерь. Определить точное число жертв массовых расстрелов до сих пор не представляется возможным. К августу 1943 года фашистские войска уже разгромлены под Сталинградом, изгнаны из Африки, отброшены на Курской дуге. В этой атмосфере неминуемой гибели немецкое командование забрасывает на территорию Чечено-Ингушской республики 3 группы парашютистов в количестве 20 человек. Группы были экипированы в форму солдат Красной Армии и имели задание взрывать в тылу мосты, дезорганизовать снабжение, формировать повстанческие банды. Диверсанты также получили задание поднять в горных районах республики массовое вооруженное восстание и провести одну из наиболее масштабных диверсионных акций на нефтяных месторождениях и нефтеочистительных заводах в городах Майкоп и Грозный. Однако планам немецкого командования не суждено было сбыться. Буквально через несколько дней после десантирования при активном содействии местного населения десант был уничтожен. 1 августа 1994 года Верховный Совет Чеченской Республики заявил о возможности заключения договора о разграничении полномочий с федеральными властями и о предстоящем рассмотрении пакета документов о будущей организации власти в республике. На этот период еще оставалась слабая надежда на мирное разрешение конфликта. Однако уже 2 августа глава Временного Совета Автурханов обратился к президенту России с просьбой считать Временный Совет единственным законным органом власти республики и оказать ему поддержку. Одной из основных своих задач Временный Совет объявил подготовку и проведение выборов и формирование правительства национального возрождения. Джохар Дудаев назвал Автурханова предателем Родины, а 11 августа ввел в Чечне военное положение и объявил мобилизацию. События августа 1994 года и стали предтечей и практически началом военного конфликта в Чеченской Республике.